Четырехсторонний станок работает не переставая. За ним приглашенный специалист из Ставрополя Владимир Кириллов. На лесоперерабатывающем комбинате трудится полгода. Свою работу знает хорошо. Глава республики не раз бывал на производстве. Еще на стартовом этапе Махмуд Али Калиматов отмечал, что ввод комбината позитивно скажется на ситуации с безработицей и позволит организовать легальный сбыт местными жителями и лесниками материала для производства. В сутки кубометров вот этой пунктовой доски сколько? 15 кубов в сутки. Что такое? Цена сколько это? Цена 21 тысяч за куб, розничная цена. А у тебя будет в сутки? 15 кубов. 15 кубов. А еще какое производство? Мебельно-щитный экспорт. Мебельно-щитный. Конечно. Экспорт. Да, это из дуба будет. И там примерно сколько будет? Там будет где-то в районе 250 кубов в месяц делаться. В месяц будет делать. Но там уже себестоимость и цена уже другая. Полностью, если брать полные линии у тебя заработали, то в месяц у тебя здесь будет что? Здесь будет 500 кубов готовой продукции всего. Производство должно быть четко налажено, обучать их надо, ему надо трудовую. А трудовая, если есть, значит, больничный, отпуск, как положено, он должен жить. Социальный пакет ёбушки. Мялдуючи, чорт, хожил, ердний волос, ердит дивей. Что делать, ердит дивей? И что делать, ерхут дивей? У него перспектива должна быть. После поручения главы комбинат закупил пилораму и ЧПУ станок, а также другие профильные станки. А для налаживания качественной работы пригласили высококвалифицированных специалистов. В основном цехе производится евровагонка, евродоска и шпунты. Например, лестничные марши, столы и табуретки. Для работы используется бук. Его перерабатывает около 20 станков на предприятии. Оборудуем четырехсторонники, шлифовально-калибровальные, раскроечные, циркулярка, фрезерные станки, фуганочные станки, ресмус, упаковочные, пилорама, 2 пилорамы, многопил. Ну, ЧПУ сейчас на подходе у нас, пресса, холодные, горячие пресса, раскроечные, вертикальные, горизонтальные. Станочный парк хороший. К примеру, этот шипорезный станок. После включения механизма подачи универсальная машина способна зафиксировать изделие за счет боковых и верхних гидравлических зажимов. Каретка заготовкой начинает движение с определенной скоростью по 2 направлениям относительно режущих инструментов. Он делает микрошип для сращивания по длине. Такие маленькие отходы, их можно сращивать по длине, а потом уже и по ширине. Это происходит путем нанесения клея и на следующем станке. А что из этого получится? Из этого получается и ступени, и столы, и мебельный щит. На предприятии трудится больше 20 человек. Все они преследуют одну цель – оставить заказчиков довольными. Произведенные заготовки для мебели направляют в основном в Дагестан и Беларусь. Помимо основного цеха, здесь еще 2 – для изготовления погонажных изделий и для покраски и шлифовки. Они уже работают, но требуется доработка. Их запуск, по словам специалистов, позволил расширить ассортимент выпускаемой продукции. В месяц тут могут изготовить около 200 дверей. Как и в любом другом производственном процессе, не обходится без отходов. Но здесь их не выбрасывают. Отходы у нас уже идут, которые никуда. Это на топку у нас, потому что сушильная камера, цеха отапливаются отходами древесины. Газ, электричество не используем. За смену здесь перерабатывается около 5 кубов древесины, и это не предел. Лесоперерабатывающий комбинат планирует выйти на новый уровень – изготавливать двери от эконом до премиум класса. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.